Иахьа ҳаизараҿы иқәгыло азҵаара хадақәа ируакуп Аԥсны аполитикатәи ауаажәларратә социал-економикатә ҭагылазаашьеи рылацәажәара уи алҵразы ҳара аполитикатә партиа амцахара иҟаҳҵараны иҟоу ашьаҿақәа. Аԥсны аҵыхәтәантәи аамҭазы имҩаԥысуа ахҭысқәа зегьы ижәдыруоуп, зегьы шәгәеиҵхоит, зегьы ҳгәеиҵхоит. Имаҷзаргьы ҟалап, имаҷымзаргьы ҟалап, уи аԥыхра азыҳәан иара амцахара иҟанаҵо ашьаҿақәа. Егьа убыс иҟазаргьы ҳаԥхьаҟатәи ҳԥеиԥш ҳазқәылараны иҟоу, иҟаҳҵараны иҟоу дазааҭгыларц азыҳәан ажәа иаҳҭап аполитикатә партиа амцахара ахантаҩы Алхас Куцнер. Уважаемые делегаты и приглашенные на очередной съезд политической партии Амцахара, вы, наверное, обратили внимание, что несмотря на формулировки повестки дня всех последних съездов Амцахары, суть проблем, которые мы выносим на обсуждение, одна и та же. Тяжелейшая социально-экономическая ситуация в стране, деградация власти, раскол в обществе, ставший результатом деятельности президента Хаджимба и без конца меняющейся так называемой его команды. Вы не найдете другой такой страны, где каждый год меняются премьер-министры без объяснения на то причин. В политике так бывает. Революция поглощает своих детей. Какой итог мы имеем сегодня? В результате непродуманных шагов у нас нерешенные вопросы стратегического характера, которые влияли бы на нашу экономику. Абхазия оказалась с нулевой экономикой, тяжелым социальным положением граждан, энергетическим кризисом и расколотым обществом. Зато у нас есть закон о моратории на инвестиции в национальную электроэнергетическую систему по инициативе так называемых перспективных молодых специалистов. Но кто объяснит, зачем нужно было принимать закон о моратории, если уже сегодня мы слышим обратное? Цитирую: «Наша энергосистема пришла в упадок и нуждается в инвестициях, инвестор уже готов, и это Российская Федерация». Низкий уровень в развитии здравоохранения, зато есть устойчивое убеждение граждан республики о коррупции в этой области и знание цен на операции, рождение ребенка и так далее. Тогда как в Абхазии медицина признана бесплатной. Пенсия не повысилась ни на 1 рубль, зарплата не индексируется, а рабочие места сократились. С каждым годом сокращается число абхазских студентов, поступающих в российские вузы, потому что власти разрушили прежнюю систему отбора и установили личные правила. Напомню, что в июле 2015 года распоряжением Хаджимба была создана Государственная комиссия по вопросам инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Как было указано в документе, Госкомиссия создана в целях выработки мер по улучшению социального положения инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Ее возглавил соратник и один из главных критиков предыдущей власти, вице-президент республики, и, кстати, сам ветеран войны, к которому на съезде, проводимой партией Апсны, обратился один из выступающих ветеранов с просьбой о том, чтобы власти наконец-то выплатили 3-месячную зарплату мастерам, которые изготавливают им протезы. Обратимся к криминогенной обстановке. Катастрофическая ситуация в этой сфере привела не к реформам правоохранительной системы, а к созданию нового ударно-штурмового подразделения для борьбы и использования его в дальнейшем, на наш взгляд, в политическом противостоянии. Это при том, что в республике существуют ОМОН и спецподразделения ЦСН. Это не наше утверждение, это наш прогноз. Поток туристов ежегодно сокращается, потому что власти не могут обеспечить их безопасность и комфортный отдых. Уважаемые делегаты, как вы помните, в январе 2015 года была создана комиссия по конституционной реформе. Прошло 3 с лишним года,
Но вместо реальных итогов работы в этой области мы видим, что тема практически забыта. Власти не хотят никаких изменений в системе государственного управления. Какие еще реформы реализованы или активно внедряются с 2014 года? Никакие. Если власть считает увеличение заработной платы судьям и увеличение срока их пребывания в должности от 5 до 10 лет реформой, в полном понимании этого слова, то мы убеждены, что она не понимает значение этого слова. Только при президенте Хаджимба освобожденные чиновники различного уровня за провал в работе могут поощряться. Разве не провалом в работе в целом Кабинета министров является то, что до сих пор парламент не принял исполнение государственного бюджета за прошедший год? Или в реалиях абхазского политического Олимпа установились свои критерии оценок? Видимо, масштабы катастрофы властям кажутся пока не столь великими. Уважаемые делегаты съезда, в последнее время наметилась тенденция к сотрудничеству разных политических партий и общественных движений по вопросам развития ситуации в стране. В этих консультациях принимают участие и организации, в основном представленные ветеранами Отечественной войны народа Абхазии. Есть и такие общественные структуры, которые либо раньше были лояльны действующей власти, либо сейчас занимают умеренно критическую позицию. Между нами существует полное взаимопонимание по некоторым важным вопросам, но есть и пока не согласованные позиции. И это нормально. Например, не у всех одинаковые взгляды по политическому устройству страны, другим структурным вопросам. На что я считаю важным прежде всего, это сам цивилизованный диалог между различными общественно-политическими силами. Мы говорим, обсуждаем, пытаемся согласовывать противоречия настолько, насколько это возможно. Главное, что мы никого не призываем и не побуждаем штурмовать президентский дворец. Мы не собираемся ломать окна и захватывать правительственные здания, как это сделала нынешняя власть, при этом растоптав Конституцию. Мы убеждены, что есть и другие методы воздействия. В связи с этим Амцахара считает целесообразным продолжение консультаций с другими политическими партиями и общественными движениями не только по вопросу мирной смены власти без штурма зданий, но и по важнейшим вопросам государственного развития. При этом не является предметом дискуссии следующее. Во-первых, реформа исполнительной власти. Мы считаем это необходимым в первую очередь, и мы уверены, что ее можно осуществить в течение одного и ряда других лет. Реформа исполнительной власти путем структурной оптимизации, упразднения неоправдавших себя и неэффективных звеньев между президентом и Кабинетом министров обозначена в программе нашей партии. Во-вторых, это подразумевает и реформу всей системы государственной власти, установление разумного баланса полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти, согласование кандидатур на ключевые должности в правительстве, вынесение вотума недоверия Кабинета министров и распуска парламента. В-третьих, партия Амцахара выступает против изменения государственного устройства Республики Абхазия путем перехода к парламентской форме правления, поскольку считает ее опасной для неокрепшего государства. Более подробно об этих принципиальных позициях нашей партии сказано в программе. Что касается других сфер жизнедеятельности государства и общества, то, несмотря на выработанные в той же программе партии позиции и подходы, мы готовы обсуждать с коллегами для определения наиболее сбалансированных решений. Это касается определения подходов к решению экономических и социальных проблем, пенсионного обеспечения и системы здравоохранения, развития транспортной инфраструктуры и комплекса вопросов, прямо или косвенно формирующих инвестиционный климат в стране, развития граждан общества и политической системы в целом. Считаем важным и полезным обсуждение нашей позиции относительно финансовой политики в целом и ее реформы. Одним из важных этапов, которой должна стать консолидация государственных внебюджетных фондов. Кроме пенсионного фонда, в бюджетную систему и повышение эффективности их управления и использования средств качественное бюджетное планирование, что и преследует целью достижения финансовой устойчивости государства.
Мы также готовы обсуждать разные подходы к формированию налоговой политики, как важнейшего механизма поощрения развития предпринимательства, внешних и внутренних инвестиций. Амцахара не уходит от обсуждения сложных проблем и не боится высказывать свою точку зрения, чего бы они ни касались: статуса граждан грузинской национальности, закона о государственном языке, перспективной добычи углеводородов, возможного решения вопроса недвижимости и тому подобное. Если мы стремимся быть властью, то мы готовы открыто их обсуждать и высказывать свое мнение. Молодые люди должны учиться, должны работать, приобретать квалификацию и наращивать профессионализм. Они должны влиять на политические процессы. Это однозначно. Государство для того и создается, чтобы новые поколения его укрепляли, развивали, готовили почву для следующих поколений. Любому народу, пережившему тяжелые испытания, свойственно мечтать о будущем с надеждой и верой в то, что он, народ, ведомый своими руководителями, будет жить в государстве, где люди заботливы и внимательны друг к другу, где жизнь устроена по возможности справедливо, в согласии с нормами добра, морали и права. В стране, прошедшей опустошающую войну с неравным противником, истощенной, раненной, всегда были проблемы. Но в былые времена при всех, без исключения руководителях, была надежда и вера в то, что мы хоть и с трудом, но идем в правильном направлении. В соответствии с Конституцией внешнюю и внутреннюю политику определяет президент. Он несет ответственность за все, что происходит в стране, тем более в такой, как Абхазия, из столицы которой в течение 1 часа можно доехать до любого населенного пункта и лично убедиться в наличии или решении проблемы. Если страна развивается динамично, то это во многом заслуга лидера. Главной принципиальной задачей для себя оппозиция считала и считает выявление недостатков в работе власти, в справедливой и аргументированной критике, в информировании граждан о процессах, происходящих в стране, об их причинах, последствиях и угрозах, к которым они могут привести. Несмотря на сложности, связанные с нашей деятельностью, несмотря на проблемы, которые нам создают, несмотря на попытки дискредитировать, массовое увольнение с работы, запугивание, применение насилия, задержание по жалобе, как это было в 2016 году со мной, все эти 4 года блок оппозиционных сил, в авангарде которого политическая партия Амцахара не сошла со своего справедливого пути. Для граждан страны важно знать правду. Правду о том, почему в стране так много проблем. Правду о том, что делает власть для их решения. В период с 2014 года по настоящее время ни разу не выполнялся запланированный государственный бюджет, в том числе запланированные цифры собственной доходной части бюджета. С учетом инфляции, введения новых налогов и пошлин, других факторов, в этом плане государство не смогло достигнуть уровня 2013 года. Если в 2013 году по факту собственная часть государственного бюджета составила около 3 миллиардов рублей или 100 миллионов долларов, то в 2017 году это примерно 4 миллиарда 800 миллионов рублей, что составляет менее чем 80 миллионов долларов. Откуда они взяли эти 1 миллиард 800? Путем введения новых налогов, ввозной НДС, это 1 миллиард рублей, новые пошлины, новые акцизы и, самое главное, курсовая разница доллара к рублю. Цены на товар увеличились, соответственно, увеличилась налогооблагаемая база. В заключении контрольной палаты написано, что в бюджете 2017 года было запланировано поступление таможенных пошлин от экспорта лома черных металлов в объеме 9 миллионов 200 тысяч рублей. Фактическое поступление составило 2 миллиона 500 тысяч рублей, почти на 7 миллионов меньше. Это объясняется решением Кабинета министров
противоречащим закону, снизить таможенную пошлину в 4 раза с $20 до $5 за тонну. Считаю необходимым для внесения ясности в многие вопросы государственного строительства, объективного информирования общественности, организовать в прямом эфире дебаты между главой государства и мной как лидером оппозиции. Я готов к этому и призываю президента последовать моему примеру. Недавно прошедший экономический форум в Сухуме окончательно убедил меня и многих, что у главы государства нет программы развития страны. Более того, программа развития не является для главы государства приоритетной задачей. Это означает на простом языке, что мы плывем по морю, не имея руля и проложенного маршрута. Дорогие друзья, оппозиционная работа – это не только митинги и акции протеста. Оппозиционная работа нами велась в парламенте. Здесь присутствуют депутаты парламента, которые не разделяют взглядов главы государства на настоящее и будущее. Если сравнить деятельность всех остальных депутатов и деятельность оппозиционных депутатов в плане законотворчества, вы увидите большую разницу. Для большинства из депутатов, не разделяющих точку зрения главы государства, парламентский опыт работы – это новое что-то. Мы учились. Нам было достаточно 1 года понять, что никаких хороших перспектив от главы государства мы не получим. Поэтому некоторая пауза была связана именно с этим. На съезде Амцахара 29 июня 2017 года мы, представители оппозиционных и центристских сил, фактически договорились о том, что не будем инициировать протестные действия и мешать власти, а будем готовиться к президентским выборам 2019 года. Фактически мы дали власти второй шанс проявить себя с позитивной стороны, начать диалог с оппозицией, приступить к осуществлению, если не реформ, то экстренных мер по нормализации ситуации в стране. Что же мы видим? За прошедший год мы увидели парадоксальную картину. Оппозиция всячески пытается помочь власти, спасти ситуацию. Власть делает все, чтобы окончательно спилить сук, на котором сидит. Вместо диалога с оппозицией власть проявила все признаки внутреннего раскола. Примером тому служит очередная внутренняя смена премьер-министра, министра внутренних дел. Иногда складывается ощущение, что власть сама провоцирует протестную активность. Об этом свидетельствуют события 3-5 января 2018 года, когда в знак протеста против помилования грузинского террориста Георгия Лукава у здания парламента собрался возмущенный народ. Люди были возмущены не просто помилованием человека, виновного в гибели наших военнослужащих, но и тем, как именно был решен этот вопрос. А решался он кулуарно, без совета с обществом, без предъявления каких-либо аргументов. Месяц спустя после истории с Лукаво имел место инцидент с концертом грузинского певца Георгия Тодова в ГАЛ, который был весьма специфически обыгран в грузинской прессе. Возможно, на этот инцидент в иное время не стоило бы обращать внимание, однако в этой истории, как в зеркале, высвечивала еще одна проблема – ситуация в Гальском районе. Я давно говорил, что проблема интеграции мингрельских жителей этого региона не решается с помощью бюрократических процедур, типа раздачи или изъятия паспортов. Проблема интеграции населения этого района – это сложная задача, которую нужно решать не только чиновникам, но и интеллектуалам. И главная опасность, стоящая перед нашим государством, это реальное превращение Гальского района в анклав грузинского государства на нашей территории. Согласен, что предыдущая власть действительно поступила опрометчиво, проводя массовую паспортизацию гальцев. Однако, чем можно ответить на это? Только правильной социальной, культурной и образовательной политикой по отношению к мингрельскому населению.
который по-настоящему будет действовать, интеграции его в абхазское общество не на словах, а на деле. Как депутат парламента наглядно это все мы видим. И видим то, что происходит у нас в стране. Вот. Мы в этом году, видите, прекрасно не приняли бюджет 2017 года, а это основной закон, экономический закон, по которому живет наше государство. Это означает, что экономика в прошлом году полностью провалена. Значит, в этом году то же самое, 2018 год, то же самое происходит. Мы уже наблюдаем серьезный сбой по выполнению этого плана. Что я могу предложить сегодня партии Амцахара и вообще нашему движению Союза оппозиционных сил? Нам нужно ездить и встречаться с людьми, нам надо заехать в каждый город, нам надо приехать и поговорить с людьми, нам надо почувствовать, узнать их мнение, и чтобы они услышали нас. Наверное, надо делать быстрее. Чем быстрее мы это начнем делать, тем серьезнее и быстрее ситуация может изменяться. Понимаете, мы должны сделать так, чтобы люди в нас поверили. 10-й съезд политической партии Амцахара заявляет: первое, признать деятельность Хаджинба на посту президента Республики Абхазия некомпетентной и создающей угрозу утраты государственности. Второе, в целях скорейшего решения накопившихся проблем стратегического значения, устойчивого развития страны, обратиться к президенту Хаджинба с предложением добровольно, досрочно сложить свои полномочия, проявить реальную ответственность за судьбу народа. Третье. В случае отсутствия должного реагирования Хаджинба во избежание неконтролируемых разрушительных процессов оппозиционные силы будут вынуждены в дальнейшем приступить к подготовке комплекса мероприятий по организации законных акций по всей стране. Дорогие друзья, вот сейчас буквально 5 минут назад группа молодежи, активисты, в том числе и члены партии Амцахара, выступили с инициативой. И обратились ко мне с просьбой зачитать их обращение к ветеранам Отечественной войны. То есть хочу подчеркнуть, что не просто ветеранам, членам партии Амцахара, а ветеранским организациям. Мы, молодые люди Абхазии, являемся частью народа, который был известен во все времена как народ, почитающий старшего, его ум, мудрость и жизненный опыт. Реалии сегодняшнего дня подтверждают необходимость следовать опыту, примеру стран, в которых нет верхнего возрастного предела при избрании лица на высший пост государства. Убеждены в том, что доступ к здоровой политической конкуренции на предстоящих президентских выборах 2019 года должен быть открыт и для лиц, перешедших верхний конституционный возрастной барьер, что вполне адекватно вписывается в современные политические реалии. Очевидно, что молодая абхазская конституция по существу своей является достаточно гибкой. Через призму процессуальных конституционных поправок, инициируемых народными представителями, способна отвечать требованиям времени. В связи с этим мы обращаемся ко всем ветеранским организациям Абхазии поставить вопрос перед Народным собранием парламентом Республики Абхазия о снятии верхнего возрастного предела при избрании лица на высший государственный пост в Республике Абхазия. При этом хочу сказать, коль так встал вопрос, мы понимаем, давайте говорить до конца откровенно. Тут в этом обращении идет речь о Александре Золотинсковиче Ампар. Я так понимаю? Это так? Мы это предложение услышали. Официально позиции по этому вопросу политическая партия Амцахара еще не давала. Она будет давать. В результате со всеми заинтересованными людьми и политическими организациями, консультациями с депутатами парламента, и вы услышите наше мнение. Эта просьба была озвучить наших молодых граждан. Мы ее услышали, принимаем во внимание и дальше будем над этим вопросом работать.